Управление транспортной полиции подключилось к всероссийской акции «Студенческий десант». Мероприятие очень необычное, новое, хотя проводится не первый год. Понятно, что в любое другое время любой гражданин, обратившись к сотруднику полиции, получит исчерпывающие ответы на свои вопросы, если речь заходит об обеспечении его личной безопасности, об его законных правах. Но дело в том, что во время такого мероприятия, как «Студенческий десант», происходит общение немного другого качества, другого уровня, другой глубины, потому что во время такого мероприятия можно задать абсолютно любой вопрос. И вопросы поступают любые. Ведь наши студенты – это очень открытые, очень живые и восприимчивые люди. Вопросы поступают разные, им интересно все. Погружаясь в атмосферу профессии, ведь человек расширяет не только свой кругозор, но и мировосприятие в целом. В данном случае мы с вами говорим о мире, который будет удовлетворять запросы и нужды всех. О мире, в котором каждый хочет жить, в первую очередь, безопасно, спокойно и комфортно. Поэтому мы понимаем то, что сегодняшняя молодежь – это как раз те люди, которые вершат наш завтрашний день. Мир, который будет более цивилизованнее, более продвинутее и, конечно, в первую очередь, более человеколюбивее. И поэтому мы находим возможность, мы находим время и желание проводить у себя такие мероприятия. На наше приглашение откликнулись студенты, которые в будущем станут экономистами. Но, в общем-то, мы не делали конкретный запрос, мы приглашаем всех. И что, если это попытаться связать и учесть специфику нашего управления, то Северо-Восточное линейное управление специфично, обладает своей спецификой, и удельный вес преступлений, который носит экономическую направленность, очень высок. Многие сотрудники нашего управления, учитывая специфику расследуемых нами преступлений, имеют по 2 образования. То есть, кроме основного юридического, они имеют экономическое образование, чаще всего, или же образование в сфере транспорта. Поэтому, конечно, мы рады, что нас посещают студенты, которые в скором будущем станут экономистами и, возможно, захотят пополнить ряды нашего управления. Конечно, в этой жизни выбор у каждого свой, каждый ищет себе свою дорогу, но если вы настроены и уверены в своих силах, если вы человек надежный, справедливый, вежливый, культурный в обращении вообще с окружающими, с друзьями, если, допустим, в нестандартных ситуациях вы не пройдете мимо, вы остановитесь, то я думаю, да, конечно. Я посоветую вам прийти к нам и нести службу наравне с нами. И если вы решили стать сотрудником транспортной полиции, всегда пожалуйста. Очень много узнала нового для себя. Я никогда бы не подумала, что у нас все так серьезно. Транспортная полиция все контролирует. Я в этой сфере деятельности никогда не сталкивалась с этой сферой деятельности, точнее, очень много что нового узнала для себя. У меня появилось очень огромное, большое желание стать сотрудником транспортной полиции. Да, появилось большое желание. Я узнала очень много интересной информации. Я вообще не догадывалась, что с нашим образованием можно поступить в транспортную полицию. Очень понравилось все. И Артем Ашотович только что вел лекцию и сказал очень много интересной информации и даже дал какой-то стимул дальше учиться, развиваться и идти по его стопам, может быть. Без этого, наверное, было бы намного сложнее как-то в жизни. Везде есть какие-то свои сферы работы, там некоторые занимаются своим делом, некоторые занимаются своим делом, и транспортная полиция, наверное, очень много влияет и по безопасности, в общем, в это время, в нынешнее время. Артем Ашотович сейчас рассказал очень много интересного, знаете, познавательного. Я считаю, что заниматься этим, наверное, весьма и помогаешь, в том числе и народу, и себе, не знаю, как сказать. Мне очень понравилось то, что рассказали, много нового узнал. На экскурсии запомнилось особенно новые технологии, по поводу того, что по паспорту можно определить, человек находится в розыске или нет. Буквально пару секунд, и ты уже будешь знать, находится человек в розыске или нет. Думаю, это очень замечательно. Сегодня действительно очень хорошее мероприятие проводится. Именно в плане воспитания будущего поколения, передача всех тех основных ценностей, которыми мы обладаем, того опыта, навыков. И самое главное нам пояснить детям, что же можно сделать для того, чтобы в этой стране, в которой мы живем, чтобы было лучше жить.
какой можно вклад внести. И ведь действительно государство возлагает большие надежды на молодое поколение, тем более государство тратит немалые деньги на обучение молодого поколения. И во многом именно те молодые люди, которые сегодня участвовали в этом мероприятии, завтра либо послезавтра могут быть именно тем будущим, к которому мы стремимся.